Здравствуйте! На этом уроке мы поговорим о трансформации бизнес-модели. Как мы уже говорили в нашем предыдущем уроке, цифровая трансформация – это в первую очередь использование цифровых технологий для изменения нашей бизнес-модели. А что же такое бизнес-модель? Бизнес-модель описывает то, каким образом организация создает ценность, как доставляет ее своим клиентам, от чего получает прибыль. Таким образом, говоря о цифровой трансформации, мы имеем в виду не просто замену механических процессов автоматическими, а изменение самой логики данных процессов. А зачем нам менять уже существующую бизнес-модель, если она до сих пор приносила и даже сейчас приносит нам прибыль? Мы понимаем, что предпочтения клиентов постоянно меняются, а борьба за них все жестче. Даже если нам кажется, что до нашего рынка данный прогресс еще не дошел, будьте уверены, что и нас он настигнет очень скоро и сразу. С другой стороны, идет борьба за таланты, ресурсы, время. Меняя бизнес-модель, мы также стремимся к оптимизации всей цепочки создания ценностей и всех наших бизнес-процессов. В основном, менять бизнес-модель имеет смысл для того, чтобы предоставлять значительные преимущества, за которые клиенты готовы платить, и тем самым зарабатывать больше денег с большей эффективностью. Вам нужно инновационно подойти к тому, как ваша компания привлекает и удовлетворяет клиентов, и какие продукты или услуги вы предоставляете. Причем речь идет не только о качестве, но часто о персонализации клиентских нужд. Для того, чтобы системно подойти к разработке или трансформации бизнес-модели, мы предлагаем воспользоваться конвой бизнес-модели Александра Остервальдера. Это инструмент, который позволяет визуализировать основные 9 элементов бизнеса в компактной и показательной форме. Для начала нам необходимо определить свой потребительский сегмент, выявить нужды, желания, привычки и страхи потенциальных потребителей. Основываясь на этих данных, мы разрабатываем свое ценностное предложение, которая способна удовлетворить данный сегмент. Это товары, услуги, вся ценность, которую мы создаем именно для этого сегмента с его желаниями, потребностями и страхами. Далее разбираем каналы связи с потребителями и взаимоотношения с ними. Разрабатываем ценовую политику, планируем поток поступления доходов. Обратите внимание, что на канве бизнес-модели правая часть описывает внешнюю сторону бизнеса – клиенты, каналы, денежные притоки. В центре модели наше ценностное предложение, а вот левая часть посвящена тому, на что мы будем опираться для осуществления ценностного предложения. Ключевые виды деятельности, ключевые ресурсы, ключевые партнеры и связанная с ними структура расходов. Мы советуем вам самостоятельно и подробно ознакомиться с этим инструментом, а пока мы с его помощью рассмотрим с вами примеры. Сравним модель традиционного такси-сервиса и онлайн-такси. Например, известные на постсоветском рынке Яндекс. Казалось бы, обе модели представляют ту же самую услугу такси, перевозки от пункта А до пункта Б. Однако модели кардинально отличаются. Первым делом ознакомимся с конвой бизнес-модели на примере традиционного такси-сервиса. Мы двигаемся справа налево. Сначала нам необходимо определить наш сегмент потребителей. Это требует подробного подхода. Но допустим, мы определили, что наш сегмент – это люди и организации, которым необходимо быстро, комфортно попасть от одного пункта в другой. За это они согласны платить. Традиционная модель такси-сервиса предложит вам машины в любое время, в любом месте. Заказать машину вы сможете по телефону. Оплачивать будете в зависимости от расстояния и длительности поездки. Узнать о существовании подобного такси вы сможете через рекламу в подъездах, в лифтах, журналах и газетах, уличной рекламе или, может, даже через рекламные баннеры и соцсети в интернете. Модель традиционного такси-сервиса построена таким образом, что компания вкладывает внушительные средства в покупку или аренду большого количества автомобилей и тратит на их техническое обслуживание, ресурс, ремонт и топливо. Компания набирает на работу водителей, обучает их, что требует большого административного ресурса. У них имеется колл-центр, через который они управляют заказами и маршрутами, поддерживают связь с водителями. Оплата же водителей представляет собой заработную плату, часто с бонусной системой, привязанной к поездкам. Основными партнерами бизнеса являются точки техобслуживания и заправки. Рассмотрим недостатки данной модели. Во-первых, это сложность и трудоемкость в построении маршрутов. Зачастую трудно состыковать клиентов и водителей, скорость реагирования на заказ и время ожидания оставляют желать лучшего. Происходят сбои в коммуникации, предпочтения клиентов не учтены и нигде не записаны. А самое главное – огромное обременение активами, машинами и их обслуживанием.
Еще один большой недостаток состоит в сложности управления расчетами с персоналом, водителями. Учитывая все это, люди с цифровым мышлением заметили возможность и в корне трансформировали бизнес-модель. Покрыли спрос на данные услуги инновационным и эффективным образом. Давайте рассмотрим как. У сегмента те же нужды, но к ним добавились определенные привычки и предпочтения. Это владение смарт-телефонами, развитые цифровые навыки, привычки быстрого шопинга в сети. Эти потребители заняты, они не любят тратить время на звонки, хотят иметь возможность выбрать тип автомобиля и дополнительные услуги, типа курьерской доставки, детских кресел и так далее. Модель построена на самообслуживании. С помощью платформы вы можете нажатием кнопки вызвать такси. В платформу встроен навигатор, за счет чего водитель получает ваши координаты, автоматически прокладывается самый оптимальный маршрут. Никто никого не теряет, клиент видит, где находится такси и когда оно доедет, и нет причин связываться с оператором. Несмотря на это, есть онлайн-службы поддержки. В непредвиденных случаях можно через чат связаться с оператором в реальном времени. У сервиса нет ни одного собственного автомобиля. Это такси-сервис без такси. Вместо машин компания вкладывает внушительные средства в разработку приложения, которое управляет заказами, машинами и даже указывает оптимальные маршруты для водителей. Здесь водители такси не являются сотрудниками. Они бизнес-партнеры на собственных машинах, которые подключаются к приложению, принимают и осуществляют заказы, и определенный процент со своих маршрутов оставляют компании в виде комиссии. Оплата за услуги зависит от типа машины, времени суток, ситуации на дорогах и так далее. Можно прикрепить свою банковскую карту, и оплата будет автоматически считана с нее. Если приглядеться, то водители в данной бизнес-модели тоже представляют собой своего рода потребителей. Ведь они пользуются управленческим ресурсом и платформой компании, платят за это проценты со своих поездок. Платформа анализирует ваши предпочтения, запоминает ваш адрес, частые маршруты с целью повышения качества, отслеживает историю взаимоотношений с водителями и не предлагает вам водителей, которых вы низко оценили в приложении, и наоборот, предлагает вам прочие сопутствующие услуги типа курьера, доставки еды и так далее. В случае с Яндекс.Такси, например, интеграция с Яндекс.Навигатором позволяет с одной стороны иметь карту местности высокой точности для построения маршрутов, с другой стороны, информация с Яндекс.Такси обогащает навигационную карту и делает ее вне конкуренции. Очевидно, что один и тот же сервис перевозки от пункта А до пункта Б у этих двух компаний отличается буквально всем, от канала сбыта до источников дохода. Рассмотрев и сравнив эти две модели, нам стало намного понятнее, что же такое на деле трансформация бизнес-модели. Если бы традиционное такси внедрило CRM-систему для более персонализированного общения с потребителями, а все остальные процессы остались бы неизменными, мы бы отметили факт попытки автоматизации, а никак не трансформации бизнес-модели. Так какие же характеристики помогают трансформированной бизнес-модели быть успешной? Во главе у нас клиентоориентированность и удобные персонализированные услуги. Далее инновационность. Новые подходы, новые модели, новые продукты и услуги, которые позволяют улучшить качество и повышать ценность для клиента. Часто важную роль играет интеграция с экосистемой. Примером этого являются Яндекс.Такси, Яндекс.Навигация, Яндекс.Еда. Очень помогает аналитика данных. Собирается информация о собственных процессах, продуктах, сервисах и клиентах. На основе данных разрабатываются новые процессы, новые продукты и так далее. И, конечно, использование AI, искусственного интеллекта. В основе искусственного интеллекта лежит система, которая умеет имитировать способность интеллектуальной функции человека. Искусственный интеллект имеет широкий спектр методов, таких как машинное обучение, нейронные сети, обработка языков, принятие решений и так далее. А как все-таки определить, достаточно ли изменилась бизнес-модель с внедрением технологий, чтобы ее можно было считать трансформированной? Очень сложно однозначно ответить на данный вопрос. Давайте воспользуемся очень полезным фильтром, который позволяет нам определить, что на самом деле может произойти на пути к цифровой трансформации. Для этого мы воспользуемся моделью 5 блоков цифровой трансформации. Они включают наличие цифрового мышления и стратегии, вовлечение персонала и потребителей, наличие культуры инноваций, наличие технологий, аналитика данных. Отсутствие хотя бы одного из этих блоков сводит цифровую трансформацию на нет
Если у вас нет цифрового мышления и стратегии трансформации, все, что мы делаем, в итоге сводится к цифровизации, или к автоматизации. В случае отсутствия вовлеченности персонала или клиентов, мы имеем дело с ярым сопротивлением в процессе трансформации. Если нам удалось развить инновационную культуру на предприятии, остальные блоки не развиты, то мы можем начать трансформацию, но это уже будет, скорее всего, разовым проектом и приведет к временным и фрагментарным преимуществам. Если же налицо цифровое мышление, есть стремление и культура инноваций, но новые технологии не внедряются, то в организации будет расти фрустрация от того, что им не дают использовать потенциал и современные возможности для преобразования своей бизнес-модели. Отсутствие аналитики данных не позволяет нам решить, куда нам двигаться дальше. Для успешной трансформации нашей бизнес-модели необходимо одновременное, качественное присутствие всех основополагающих блоков. Для этого нужно четко определить отправную точку и разработать подробную стратегию цифровой трансформации, о которой мы поговорим в нашем следующем уроке.